когда подсыхает вторая часть, в это время мы включаем наш незаменимый термоклей, пистолет. И немножко ждем подогрева. И займемся нашей электроникой. Так. Она будет светиться, да? Вот светодиодная лента и готовый выключатель с вилкой для розетки, да? Вот. У нас есть специально разметки плюс-минус, как в батарейках обычных. Вот. Обычно минус бывает черного цвета, да? И здесь на самих тоже бывает разметка минус. Да. Вот. Минус. Это у нас на 12 вольтов адаптер. Адаптер на 12 вольт. Мы его вставляем. И очень там удобная система. Прокручиваем. И все. У нас все готово. И вторую часть мы делаем отверстие. Для отверстия нужен нам тоже обычный шуруповерт и такое сверло. Можно даже и без сверла. Гипсокартон хоть ножницей можно насквозь пройтись, да? Вот. Вот у нас будет начинаться все это. Здесь можно и можно здесь, да? Мы сделаем здесь. Так. Сверливаем аккуратно. Насквозь. Насквозь. Насквозь сверливаем. И переворачиваем. И как нитку наш диод вот это сунем, который... Продеваем, да? Да, продеваем. С конца продеваем как нитку. Ну, потом продеваем максимально всю, потом она отрежется. Ничего там страшного нету. Вот. Аккуратно, чтобы наши диоды могут сломаться. Так. Продеваем это очень аккуратно все. Вот. И сам адаптер здесь прикручиваем или склеиваем, как нам удобно, да? В нашем случае мы будем это прикручивать. Крепить, да? Крепить. Крепить, или можно и на термоклее. Вот. Покажу, если на термоклее. Ага. Вот. Проходим все клеем. И все. Фиксируем. Нажимаем. И немножко ждем. Вот. Немножко ждем. И можно это тоже фиксировать. Обычно саморез. И на задней стороне с адаптера у нас тоже переход на розетку. На розетку переход. Вот. Здесь тоже все То очень... же самое, да? Да, то же самое. Но здесь без разницы. Здесь у нас плюса и минуса нету, да, на розетках. Вот. Продеваем. И у нас, ну, в некоторых проводах бытовых бывает 3 провода.
один коричневый, второй синий, а третий зеленый или желтый. Это заземление, да, для заземления. Ну, мы этим не очень пользуемся заземлением. Вот. И, собственно, проверяем наш диод на работе. О, красота какая. Работает. Берем, Сейчас отсоединяем, да? отсоединяем, ага. Вот. Снимаем и клеим. А, вот, оказывается, Да, как И- все задумано. да. И можно просто в некоторых моментах, да, Подклеить, да? ну, просто капли сделать куда-то. Одна капля, вторая капля, чтобы это для души, для уверенности. А это вот вы сами все продумали, да? Да. Придумали. Да. Ага. Все-таки какие-то вот строительные моменты вам помогают. Да, все, Да? Ага, все всё помогает. связано, да? Да, все взаимосвязано. Не просто все так, да, которые мы учимся, да? Просто мне сейчас математика не помогает, дискриминант я никогда еще не пользовался Ага. до этого возраста, да? Вот теорема Пифагора очень помогает, если ты строишь крыши, да, крыши частных домов. А строительством вы вот как круглый год занимаетесь? Или только в теплое время? Нет, Зимой работа не да. останавливается? Нет, не останавливается, потому что отделка бывает в зимнее время, да? В зимнее время заказы по мебели бывает, по массивному мебели. Столы, стулья, скамейки. Ну, когда у человека есть желание работать, работа всегда найдется. Нет такого. Работа в какое-то время останавливается. Если ты сам этого хочешь, она остановится. От желания человека тоже зависит. Вот. В наше время есть очень много способов заработка и работы, да? И есть очень много разных хобби, да? Вот. В деревне у меня, ну, чувство скуки, да, тоска, вот, тоже у человека пробуждает какой-то талант, наверное. Ага. Вот. У меня в детстве был в основном, ну, нашего возраста все, наверное, все понимают, в основном основная игрушка у нас был пластилин и ручка или карандаш, да? И тетрадка. И вот. И твори из него что хочешь, да? Так. И сколько угодно, да? Вот. Ну и ваши таланты, наверное, там как раз таки и проявились, да? Да, в детстве. Все в детстве проявляется у человека таланты. Просто человек со временем может забыть это. Но поэтому детям надо уделить особое внимание. Вот. Самое... Занимать ребенка Да, чем-то. Да, занимать ребенка чем-то. Но главное не заставлять чем-то заниматься, а просто дать ребенку выбор, чем ему нравится заниматься. Да? И вот. Неталантливых людей не бывает. Просто надо начать. Если начал что-либо, да, придется заканчивать, да. И у нас есть здесь специальные линии, Так. где можно отрезать, да. Так, мы его отрежем ножницами. Это примерно. Берем и делаем надрез. Все. Вот, тоже последний. Склеиваем. Ну, можно использовать грунтовку перед покраской
можно использовать перед покраской, ой, горячо, шпатлевку. Все это дело шпатлевать, потом наносить краску. Так она будет более аккуратная и красивая, да? Так. И сейчас она неплохая, по-моему. Вот. Ну, такие есть моменты, которые мы будем где-то царапать, да? Можно повторно сверху накрасить, ничего страшного. Все. Вот. Мы берем вторую часть и тоже склеиваем. Клеить можно на моменте и термоклеем нашим, как угодно, кому как угодно. Мы будем делать это на моменте. Тоже пережимаем везде. И даем время для подсыхания. Все. Пусть немножко подсыхает. Ну, пусть. Ждем. Так, потом у нас что останется? Мы вот это вот приклеим и следующее действие. Ваза и прикрепить здесь вазу. Так, это мы тоже фиксируем, да? Да, фиксируем. Все. Так. Потом берем нашу вазу. Берем нашу вазу. Вот это можно куда-то уже на стороне положить. Да? Да, положить уже. Но нам сейчас не пригодится. На стороне положить. Берем вазу. И нам нужна сантиметровка, да? Сантиметровка. И может и ручка. Если ручка, ну, она пишет, но не очень хорошо пишет на стекле, можно фломастером воспользоваться, маркером, да? В принципе, это может быть любая ваза, да? Или вот такая конкретно такой формы? Любая, да? Вот. Она безгранична, да? Творчество безгранично. Фантазия. Фантазия безгранична. Как нравится? Так и делаем. Вот. Берем вот так, делаем петлю. Любая петля. Петлю. Нажмем вот эту часть. Например. И где-то 3 метра, да, примерно? ну, примерно. Это у меня получилось где-то 5 метров. 5. 5 метров. И делаем обычную петлю. Обычную петлю. Включаем наш термоклей. И все это делаем. Ну, мастер-класс может продлиться даже 2-дневно.
Мгм. Вот. Не обязательно один день, да? Вот. Не спеша можно сделать. Можно у кого-то возникнут какие-то дела, да, например. Вот это тоже очень. Можно отложить, перенести, Да. продолжить. Да. Так. Делаем вот так и где-то в любом месте фиксируем термоклеем, чтобы нитка не отошла от нитки, да? Мгм. И все, начинаем крутить. Вот. Это часть декора и крепежный элемент у нас. Мгм. Заодно. Заодно, Ага. да. Красота, ну, как говорится, красота в деталях, да? Мгм. Да. Ну, это очень просто, это увлекательно. Можно и сказать медитацией, да? Мгм. Такие. Ну и сейчас очень актуально, модно же, да? Да. Такие эко, скажем так, Да, да. стиль. Да? Да. Эко-стиль. Натурализм, да, как бы. Мгм. Натуральные какие-то. Да. Это очень хороший тренд, экологичность. Мгм. Вот. Мне нравится все, что связано с экологией. Мгм. Вот. Берем и можем придавить чем-то, любым. Все. У нас крепление готово. Мгм. Подправляем, где надо. И все. Вот. Приступаем уже опять к нашей основной части. Основе. Да, основе. Да. Берем. И я взял такую, как П-образную, да? Вот. Чтобы вместилась ваза, да? всё. Да. Вот. Ну, По размеру да, подогнали, да, получается? Да. Я вот декорировал кожей, да? Мгм. Вот можно, ну, можно всем. Мгм. Вот. Берем. Можно посмотреть на глаз. Да? Можно посмотреть на глаз. Или можно взять отсюда разницу, сантиметровку, да? Вот. Я делаю на глаз. Раз. Вот центр намечаем. Раз. Два. И проходимся сверлом тонким, чтобы под саморез. Можно взять сверло под 4 или под 3, да? В нашем случае это будет 3. Там, где отметили, мы отступаем где-то сантиметр, да? Мгм. Вот. Все. И чтобы она не отошла, мы опять же пользуемся нашим термоклеем. Клей. Да. Раз капля, 2 капля. Вот. Вот. Все. Теперь с этой стороны мы прикручиваем Мгм. на саморезах. Ну, саморезы уже могут быть и подлиннее, да? Вот. Берем саморезы и уже прикручиваем. Ага, второй саморез.
Все. Момент истины. Сейчас мы вот эти саморезы будем прятать, да? Мы вот это все прячем. В нашем случае это обычная шпатлевка, готовая, как пластилин. Просто здесь немножко мажем, здесь мажем. А можно же и задекорировать чем-то, да? Да, можно стразами, всякие Что-то приклеить. Да. Вот. Просто замазываем. А в некоторых моментах саморезы могут, надо, чтобы они утонули, да? Вот. И не видно, да? И не видно саморез. Ну и поверх, соответственно, краской. Да, поверх краски. Но тоже шпатлевки тоже бывают разные, да? Быстро сохнущие и сохнущие в течение 24 часов, да? Вот. У нас быстро сохнущие. Вот. Ждем немножко. Это время у нас мы продеваем саму вазу. Вот. Все. Теперь можно пройтись. Опять же нашей краской. В этом мастер-классе мы торцы закрываем. Все торцы вот эти, да? Закрываем, тоже гипсокартоном. Потом шпатлюем. Потом уже покраска. Ну, доводите до совершенства, так скажем, да? Да. А вот я вам показываю наглядно, да? Как будет примерно выглядеть мастер-класс. Мастер-класс завершается. Так, опа. Сейчас должна быть самая красивая часть, да? Да, самая красивая часть. Все это отключаем. Вот такая вот интересная задумка у нас вышла, да? Какая красота. Вот. Ну, у меня нету цветка. Да, можно поставить здесь цветок. Да, видите, как вот, в принципе, без особых таких, да, усилий, сложностей, материалов можно создать вот такую красоту интерьерную, да, дизайнерскую Да, даже. дизайнерскую. Повесить на стену, ну и радовать, пусть радует глаз не только вас, но и ваших гостей, да. Ян, огромное вам спасибо за такую интересную идею творческую, да. Думаю, что наши телезрители без проблем, да, смогут повторить этот мастер-класс. Ну, а если нет, то обращайтесь к Яну, приходите, да, индивидуально, и можно научиться не только этому. Ну, а у нас на очереди еще один интересный мастер-класс от Яна, который вы увидите в следующем выпуске. Оставайтесь на нашем телеканале.